Главная роль – построить условия для работы экономики так, чтобы экономика была конкурентоспособна. Они очень любят подчеркивать безальтернативность существующей модели экономического развития. Та экономическая модель, которая построена в Беларуси, она неустойчивая. Сегодня многие белорусы, они выказывают гражданский протест, в том числе экономическими инструментами. Реформы являются более политическим вызовом, чем техническим. В Китае входило и входит очень много прямых зарубежных инвестиций, которые в белорусскую экономику не приходят. Добрый день, дорогие друзья. Кейс «Беларусь» и Центр новых идей, еще один think tank из Беларуси, начинают цикл вебинаров «Белорусские экономические реформы. Беседы с опытными реформаторами». И мне, я Дмитрий Круг, старший научный сотрудник БюРОК, выпала честь начать цикл таких семинаров беседой с одним из наиболее известных реформаторов Центральной и Восточной Европы Иваном Миклашем. Иван Миклаш, легенда словацких экономических реформ. Занимал должность вице-премьера по экономическим вопросам в одном правительстве, вице-премьера и министра финансов в двух других правительствах, министра приватизации и депутата парламента. За проявленный профессионализм и заслуги в реформировании экономики Словакии в 2004-м награжден званием «Лучший министр финансов года» и «Лучший бизнес-реформатор года». Также в последние годы Иван достаточно активен в качестве консультанта по экономическим реформам в Украине. Я думаю, что такой собеседник с таким богатым опытом, он будет чрезвычайно интересен для наших белорусских широт, чтобы характеризовать с позиции внешнего участника, что у нас происходит. Здравствуйте, Иван, спасибо большое, что согласились участвовать. Пару вводных положений. Сегодня Беларусь для себя достаточно непривычно, очень много появляется на первых полосах мировых средств массовой информации, и большинство новостей, связанных с Беларусью, они описывают гражданский протест, который сегодня в нашей стране принял небывалые масштабы. И экономические вещи пока они еще достаточно далеки от на повестке дня. Скорее, сегодня главные вопросы, которые связаны с гражданским протестом в Беларуси, они связаны с тем, что люди уверены, что в стране попраны фундаментальные права человека, царит тотальная несправедливость, уничтожается человеческое достоинство. Но вместе с тем, по мере развития политического кризиса, само собой, вопросы экономики постепенно тоже появляются на повестке дня. Пока, еще раз оговорюсь, это не реформа. Пока власть отрицает возможность диалога, речь о реформах, к сожалению, вести рано. И скорее всех сегодня волнует вопрос, как может развиваться экономическая ситуация в такой реальности политического кризиса. Сегодня многие белорусы, они выказывают гражданский протест, в том числе экономическими инструментами. Например, последний месяц идет отток депозитов из белорусских банков. Люди приобретают большое количество иностранной валюты и даже заявляют о бойкоте товаров отдельных производителей. И как в этой ситуации может развиваться экономика, насколько тесно связана между собой политическая проблематика и как она может трансформироваться в экономические проблемы. Вот с этого я предлагаю начать. Иван, на основе вашего богатого управленческого опыта, который я представил, скажите, пожалуйста, давайте начнем с самых простых вещей. Что такое, на ваш взгляд, управление национальной экономикой? Какова роль, функции структур госуправления, министерств, ведомств и что важно для госуправления? И, наверное, самый главный вот в этой группе вопросов,
Что будет происходить в стране, если имеются проблемы с политической легитимностью, если доверие к власти, к ее политике отсутствует? Как в таком случае могут политические проблемы трансформироваться в экономические? Каким экономическим последствиям может приводить затяжной политический кризис? Да, спасибо, Дмитрий, за приглашение. Да, я думаю, весь мир смотрит сегодня на Белоруссию и что там происходит. И эти, как вы говорите, политические, экономические изменения и условия, они очень связаны. Значит, в первую очередь, что главная роль правительства в экономике, в экономических изменениях? Я думаю, главная роль построить условия для работы экономики так, чтобы экономика была конкурентоспособна. Это самое главное. Конкурентоспособность экономики – это значит прежде всего такие условия, в каких страна может быть успешной в борьбе за двумя вещами. Это инвестиции, в том числе зарубежные инвестиции, но и домашние. И во второй это таланты, это люди. И с этой точки зрения я думаю, что главная проблема в Беларуси в будущем что та экономическая модель, которая построена в Беларуси, она неустойчивая. Надо делать изменения, надо делать реформы, чтобы, да, с одной точки зрения релативное или положительное состояние белорусской экономики не самое плохое. Ну, с другой стороны, это несодержимо, это невозможно продолжать в будущем. И там есть много причин, мы о них будем говорить, но начали. Необходимость этого выходит необходимость не только политических реформ в Беларуси, как свободные выборы, но тоже экономические реформы. Значит, по-моему, тоже экономические реформы для Беларуси необходимы. Самая значительная проблема реформ в таких условиях то, что реформы являются более политическим вызовом, чем техническим. Потому что с технической точки зрения, я думаю, более-менее ясно, что надо делать, чтобы повысить международную конкурентоспособность той, которой экономики. Но политический вызов очень-очень более сложный. И прежде всего более сложный, потому что реформы всегда более или менее связаны с так называемой трансформационной рецессией. Прежде всего тогда, когда долгое время происходили деформации в состоянии экономики. Когда долгое время скрытый, и не только скрытый, но прежде всего скрытый долг накоплялся. Чем длиннее экономика работает на счет будущего, чем длиннее эти деформации накопляются, тем сложнее потом делать политически эти реформы. Потому что когда придет к изменению власти, люди обычно ожидают улучшения ситуации. Это было так после революции в 1989 году, когда был распад коммунизма. Это было тоже в Украине после Евромайдана, когда люди ожидали, что да, будут политические изменения, но тоже будет улучшение жизни людей. Значит, самый сложный вызов для будущих реформаторов в Беларуси, для тех, которые придут к власти и будут менять политическую систему, чтобы была свобода, чтобы были свободные выборы, самым сложным и самым большим вызовом будет как сделать экономические реформы так, чтобы содержать политическую поддержку для них в условиях свободы, в условиях конкуренции, тоже на политической сфере. Потому что самое главное, я думаю, что в Беларуси невозможно, чтобы существовала система, в котором будет экономическая свобода и не будет политическая свобода. Да, есть такие модели, мы будем, я думаю, позже говорить о Китае, о Сингапуре, но я уверен на 100%, что в Беларуси такая модель не может быть успешной и устойчивой до будущего. И с этим связана еще одна очень важная вещь, что когда будет надо
поменять экономическую систему, поменять правила игры, когда будет надо решать государственные предприятия, которых очень много, которые не конкурентоспособны, когда будет надо решать зависимость Беларуси на России, потому что это, я думаю, самая важная и самая проблематическая вещь, это зависимость не только политическая, не только финансовая, но тоже по торговле, экономическая зависимость Беларуси в Россию. Будет надо решать тоже проблем будущего Беларуси с точки зрения, где Белоруссия хочет принадлежать. Потому что для никакой страны, маленькой или средней, великой, невозможно быть совсем независимым. Надо принадлежать или к демократическим открытым странам, как Европейский Союз. И это, я думаю, самый важный вызов для политических реформ в Беларуси, где Белоруссия хочет в будущем принадлежать. Значит, по моему мнению, эти две вещи. Геополитическое направление Беларуси, и втором, как преодолеть эту трансформационную рецессию с политической точки зрения, потому что она будет необходима, неизбежной. Но она не будет результатом реформ, она будет счетом за долгое время деформации. Ну, политически это очень сложно, потому что большинство людей это не понимает. Большинство людей связывает проблемы и падение жизненного уровня, например, девальвацию валюты и так далее, не связывает с тем, что причины этого в прошлом. Ну, они видят, сегодня у власти те, и во время того, как они у власти, как они делают реформы, ситуация ухудшается. Значит, я думаю, эти два самые важные вызовы с этой точки зрения. Давайте вот оттолкнемся от этих двух положений, которые вы сейчас сказали. Действительно, для Беларуси, скорее правильнее будет сказать, для официальных белорусских властей, когда они очень любят подчеркивать безальтернативность существующей модели экономического развития, и эту безальтернативность они часто обосновывают так называемым геополитическим выбором, говоря о том, что для нас российский вектор, по сути, является безальтернативным, поскольку на данный момент огромное количество экспортных товаров не энергетических продается и конкурентоспособно только на российском рынке. И также для властей сам по себе как некая ценность еще важна опора на крупные государственные предприятия. И, соответственно, власти любят говорить, что вот эти два фактора, эти две опоры, они предопределяют текущий статус-кво в белорусской экономике, а попытка его изменения и будет чревата вот той трансформационной рецессией, о которой вы говорите, которую никто не хочет получить. И, соответственно, тогда возникает вопрос, а как может развиваться такая экономика? Последние 10 лет, последние 6 по всем классическим канонам в Беларуси имеет место стагнация, можно даже о потерянном целом десятилетии последнем говорить, эта модель экономики не развивается. И вот здесь наши власти, они очень часто уповают на опыт азиатских стран, о чем вы уже отчасти упомянули. Они говорят, что дальнейший путь развития вот такой модели развития экономики с основой на крупные государственные предприятия, и где само государство выступает как некий прогрессор, как тот, кто направляет развитие, выбирает ключевые векторы развития, что это тоже возможно, и ссылаются на опыт, например, Южной Кореи, Сингапура, 70-х, 80-х, 90-х годов, и более свежий опыт Китая. И хоть пока результаты развития не дают возможности апеллировать к этому опыту, но власти любят говорить, что очень скоро у нас все будет, например, как в Южной Корее. И вот в связи с этим у меня такие вопросы. Вы собой олицетворяете путь реформ, такой достаточно характерный для Восточной Европы. Схожие направления реформ были и в Словакии, в соседних странах Чехии, Польши. И вот если попытаться сравнить путь центрально-восточных европейских стран,
названных мной, с условным азиатским путем той же Южной Кореи, Сингапура, ну и ближе к настоящему дню Китая. Какие принципиальные отличия видите вы в этих подходах? Вы упомянули, что вы считаете, что вряд ли для Беларуси возможен такой упор на опыт азиатских стран. Отсюда какие фундаментальные условия и предпосылки должны соблюдаться в том самом азиатском пути и восточноевропейском пути? И вот здесь, если можно, вы также упомянули о геополитике, а насколько важен был для стран ЦВЕ, Словакии, Чехии, Польши, ну, возможно, только Словакии, геополитический выбор в том плане, что у них была четкая перспектива и нацеленность на вступление в Европейский Союз. То есть для многих это был как такой главный вектор развития, потому что было четкое понимание, что скоро туда можно попасть, и ЕС предоставлял соответствующие возможности. Да. Позвольте начать с этого, что вы в конце сказали, Дмитрий. В Словакии это было по-другому. Словакия в 90-х годах была исключена из процесса вступления в Евросоюз и НАТО. В 90-х годах у нас была очень тяжелая ситуация политическая. У нас при власти был Владимир Мечер, который был очень похож на Лукашенко. Тогда Фарид Закария сказал, и liberal economics, нелиберальные демократии были Белоруссия, Словакия и Югославия в то время. В то время Милошевич, Мечер и Лукашенко были те самые. Значит, в Словакии это была борьба за этот геополитический выбор. И только проигра Мечера в выборах в 98-м принесла эту возможность вступать в Евросоюз вместе, потом в 2004 году с Чехией, Польшей и Венгрией и другими странами. Значит, в Словакии это была борьба. Значит, это было похоже, чем в Украине после Евромайдана и во время Евромайдана и сейчас в Беларуси. Значит, не было все так ясно. Первое. И была должна очень большая мобилизация всех этих политических сил, гражданских организаций, чтобы поменять это направление. Потому что тогда Мечер сказал, окей, когда нас не будут хотеть в Евросоюз, мы пойдем с Россией, мы будем дружиться с Россией. Это первое. Что касается азиатской модели, да, я думаю, что это невозможно в тех условиях, как в Беларуси во время Лукашенко происходит, это политическая и экономическая модель. Почему это невозможно? В-первых, белорусская экономика и политика почти совсем связана с Россией. Самая российская модель неустойчивая. Российская модель – это коррумпированная государственно-капиталистическая модель, которая опирается прежде всего на нефть и газ. И это ясно, что такая модель не может быть успешной и устойчивой. И когда белорусская экономика связана максимально с российской, которой модель неустойчивой, не может быть с долгосрочной точки зрения успешным, то все ясно, что белорусский не может быть тоже. Вторая разница с азиатскими, включая Китай, та, что Китай, Южная Корея и другие страны, они очень конкурентоспособны на глобальном экономическом рынке. Белоруссия, она конкурентоспособна по связи с Россией, и потом на этих глобальных рынках она где-то конкурентоспособна, когда используя дешевле газ и нефть, и потом реэкспортируемые эти продукты. Но белорусская экономика в разнице от китайской или других азиатских не является конкурентоспособной на мировом рынке. И без реформ, о которых я говорю, не будет в будущем конкурентоспособна на этих рынках. И зависимость на российском рынке неустойчивая с причин, о которых я уже говорил. Третья причина, почему это по-другому. В Китае тоже государственный сектор, значит, государственные предприятия менее в среднем, да, менее конкурентоспособны, чем частный сектор и зарубежные инвесторы, но он имеет меньший вес в китайской экономике, как
без государственных предприятий по белорусской экономике. И главная причина в том, что в Китай входило и входит очень много прямых зарубежных инвестиций, которые в белорусскую экономику не приходят. И что касается других, как Сингапур, как Южная Корея, смотрите, где эти страны находятся в рейтингах экономической свободы, в условиях бизнеса и так далее. Они находятся на самых первых местах этих рейтингов. И Белоруссия там не находится и не будет находиться. Белоруссия еще, например, в рейтинге экономической свободы еще 4 года назад, в 2016 году, тогда еще Белоруссия была между подавленными экономиками. Сейчас она уже находится между умеренно свободными экономиками, но я не понимаю, что произошло между 2016 годом и этим годом, что так поменялось. Я думаю, что ничего, что это будет более методологическая проблема, чем настоящее улучшение экономической свободы. И это самая большая проблема. Самая большая проблема – зависимость белорусской экономики на неустойчивой российской экономике. И еще одно сравнение, которое я нашел. Белорусская экономика relativно положительно открытая экономика. У вас в белорусской экономике 69% торговля, зарубежная торговля на валовом продукте. Но когда посмотрите, какие страны самые главные, это Россия. Когда посмотрите, сколько другие страны имеют договоров торговых договоров с другими странами, страны Евросоюза имеют 114, значит и Словакия, и Польша имеют с 114 другими странами Free Trade Agreement, значит договоренность о свободной торговле. Украина имеет и с 43 странами, Сербия с 49, но Белоруссия только с 9. Только с 9 странами Белоруссия имеет договор о торговле. Значит, эта зависимость на России очень, я думаю, плохая, и она значит неустойчивость этой системы. Без изменений, без зарубежных инвестиций. И одна из самых главных критерий может быть открытие и успешность страны в глобальной конкуренции приобретения прямых зарубежных инвестиций. Когда не будут изменения, когда не будут реформ, не будет более инвестиций. И последнее, что я хочу сказать, я думаю, что Беларусь как страна и белорусские люди, они европейцы. И азиатские страны имеют какие-то конфуцианизм и эти особенности с точки зрения возможности эффективно работать в условиях неполной свободы. Но я думаю, Беларусь и белорусские люди, они европейцы. Спасибо, Иван. Можно я вот по этому же вопросу попробую с вами чуть-чуть подискутировать, искусственно используя аргументы белорусских властей, не мои собственные аргументы, но которые они любят приводить вот при такого рода рассуждениях. Смотрите, они очень часто говорят, что если сегодня двинуться путем восточноевропейских стран 90-х, 2000-х годов, это будет означать ту самую трансформационную рецессию, о которой вы говорите, а мы ее хотим избежать. И они очень любят говорить о необходимости сохранения промышленного и научного потенциала, который есть сегодня. И вот путь, который, почему я сравнение власти любят с Южной Кореей и Сингапуром, они понимают, что сегодня это разные весовые категории, но они не любят говорить, что сегодня Беларусь это, например, Южная Корея в конце 70-х, 80-х. И чтобы вывести ее на другой принципиальный уровень конкурентоспособности, нужны действия сверху. Нужно действие государства, которое должно направить научно-технический прогресс с использованием имеющегося потенциала вот в то русло, куда это направить правильно, как это в какой-то мере действительно происходило в Южной Корее. И что сейчас делают белорусские власти последние несколько лет как основной инструмент такого прогресса? Они пытаются создавать промышленные парки с некими особыми условиями деятельности, привлекая туда как раз-таки капитал,
от, например, того же Китая. Вот, власти возлагают очень большие надежды на развитие промышленного парка совместного с Китаем, и что по такой модели он сможет задействовать белорусскую промышленность существующую, ее не придется реформировать и сможет какой-то импульс для дальнейшего развития придать. Вот, на ваш взгляд, в существующих сегодня условиях попытка имплементировать вот такой путь развития сверху с какими-то, да, элементами Южной Кореи, Сингапура, Китая, в сегодняшнем мире, он возможен, он имеет шансы на успех? Я не думаю, что он имеет шансы на успех. Что касается трансформационной рецессии, да, проблема в том, что когда будет реформа типа среднеевропейских стран, скажем так, потом, да, краткосрочная трансформационная рецессия может быть более глубокой краткосрочная, чем без этих реформ. Ну, проблема в том, что вторая альтернатива, то, что власти белорусские, сегодняшние белорусские власти предлагают, она неустойчивая в более долгосрочной перспективе. Значит, да, может быть, что в краткосрочной перспективе будет эта рецессия менее глубокая, но она не имеет решения. Это не решение. Это только как-то продолжение сегодняшней системы, чтобы как-то она работала, но она не будет с долгосрочной точки зрения, не может быть конкурентоспособной. Почему? Потому что, первое, сегодня я уже сказал, что Европа и Азия, там есть какие разницы по ценностям, по тому, как люди понимают все. Во-вторых, сегодня мы не находимся в 70-х годах прошлого столетия. Сегодня глобальная конкуренция очень более жесткая. И сегодня, по моему мнению, невозможно этим путем невозможно преодолеть и сделать глобальную конкурентоспособность. Третья причина – это то, что я не думаю, что эта стратегия может снизить достаточно зависимость белорусской экономики на украинской экономике, на российской экономике. И это очень вредное. Для Беларуси очень вредное – это очень-очень большая зависимость на российской экономике. И тоже это является одной из причин, почему, когда будет снижаться эта зависимость, да, это будет связано с трансформационной рецессией, но это принесет перспективу, это принесет вывод, это принесет настоящее решение. Потому что решение, о котором говорит сегодняшняя белорусская власть, это не является настоящим решением. Это только продолжение этого состояние экономики, которое неустойчивое, которое не имеет в конечном итоге, в конечном результате, оно не принесет изменений. Она не принесет такую экономику, которая может быть долгосрочно конкурентоспособной. И что касается государственных предприятий, смотрите, вы видите, как это работает. Белорусская экономика находится в таком состоянии, в котором находится благодаря частному сектору, маленькому, среднему, и тем отраслям, где является нормальная конкуренция, в том числе тоже IT, и благодаря инвестициям, очень огромным инвестициям, государственным инвестициям в прошлом, но это неустойчиво, это невозможно продолжать. Значит, для Беларуси я уверен, что эта альтернатива является фикцией, является нереальной альтернативой. Но я понимаю, что политическая сложность в том, что настоящая альтернатива, значит, европейский путь и реформы, она с краткосрочной точки зрения принесет более глубокую рецессию. Ну, смотрите, это можно видеть на примере не только Украины, но тоже на примере балтийских стран. Когда они начали делать реформы, когда они пригласили себя в Евросоюз, Россия ввела торговые санкции против них,
И да, с краткосрочной точки зрения это значило в балтийских странах более глубокую рецессию. Но благодаря этому и благодаря российской агрессии в Украине эти экономики смогли быстро переориентировать свою торговлю, свою экономику, свои инвестиции из российской экономики, европейскую и другие, турецкую и другие экономики. И благодаря тому это принесло им перспективу конкурентоспособности на глобальных экономических рынках. Вы уже упомянули вот про некоторые отличия 90-х, первой декады 2000-х и сегодняшнего дня. Последние годы, насколько я знаю, вы активно вовлечены в украинскую повестку реформ. Можно вот в связи с этим вас попросить провести, какие вы видите различия между логикой реформ, которые вы воплощали в Словакии в конце 90-х, в первой декаде 2000-х, и сегодняшним миром, и, ну, на примере, наверное, Украины. Беларусь и Украина, конечно, отличаются по исходным посылкам, но что важно в логике реформирования сегодня? От чего стоит отталкиваться, как поменялся мир и какова, в чем логика реформ сегодня будет отличаться от того, что это было 20 годами ранее? Да, я думаю, самое важное, что первая предпосылка успешных реформ, и это очень важно для Беларуси сегодня, это макроэкономическая устойчивость и стабильность, и предвидимость. Да? Значит, мы сегодня видим, например, это будет проблема. Проблема этой альтернативы, которую сегодняшняя белорусская власть предлагает в том, что эта альтернатива, она неустойчивая тоже с макроэкономической точки зрения. Потому что это манипуляция с курсом или задолженность, или зависимость на валюте на России. Это не даст долгосрочную устойчивость и предвидимость макроэкономической стабильности. Сегодня в Украине, вопреки трансформационной рецессии и всем проблемам, уже существует макроэкономическая стабильность. Независимый центральный банк и так далее, и так далее. Вторая проблема – это защита прав собственности и верховенство права. В Украине это еще очень важная проблема, есть какой-то прогресс, но очень важная проблема. Я знаю, что в Беларуси эта ситуация лучше, чем в Украине. Но вторая проблема в том, что одна из причин этой лучшей ситуации – это полицейское государство, это полицейский режим. И в условиях полицейского режима опять, я думаю, что это неустойчиво, это невозможно, это видеть на политических демонстрациях, политических протестах сегодня, что люди не хотят жить в таких условиях полицейского режима. Значит, надо, чтобы верховенство права и защита прав собственности была защищена не полицейским режимом, но чтобы была защищена работающими институциями демократической страны. Это будет очень огромный вызов. Как использовать эту релативно или положительно позитивную ситуацию, что в Беларуси нет такой большой коррупции, нет таких олигархов, которые в Украине до сегодня очень вредно работают против настоящих реформ. Значит, в сегодняшней ситуации в Беларуси есть и какие-то положительные позитивы по сравнению с украинскими, но очень трудно и очень сложно будет, как это сделать, чтобы эта демократическая транзиция не была связана например, с возникновением олигархов, которые будут хотеть злоупотребить свою власть. И все это будет связано с тем, если придут, потому что зависимость каждой страны, которая в сложных условиях работает, она зависима от каких-то международных институций и партнеров. Да? И тоже Белоруссия будет иметь на выбор. Или западные институции страны, включая валютный фонд, или Россия.
И мы знаем, что уже Лукашенко пошел, взял 1,5 миллиарда долларов из России. Мы знаем, что в 2090-м не был договор между валютным фондом и белорусским властям, потому что они не хотели делать реформы, выполнять эти условия. Но есть только на выбор этих двух. И делать реформы, и потом иметь поддержку валютного фонда и западных партнеров, или продолжать зависимости от России. Украина выбрала свой выбор, и я думаю, что это очень хороший выбор, потому что российская агрессия соединила украинцев в том евроатлантическом направлении. В Беларуси, я думаю, это будет одна из самых сложных, что в конце, не знаю, если сегодня или позже, белорусское общество тоже должно принять решение. Или Россия, или западные евроатлантические институции и сотрудничество с западными партнерами. Большое спасибо, Иван. Хочу вас поблагодарить за чрезвычайно интересный разговор. В конце, чтобы мы завершили нашу беседу, возможно, немножко спекулятивный такой вопрос. Могли бы вы вот на основе того, что мы с вами обсудили сегодня, более широко на основе вашего богатого опыта, дать какие-то советы, рекомендации белорусским гражданам, с одной стороны, и белорусской власти, белорусским чиновникам, с другой? Что вы видите вот в качестве таких самых главных вещей, которые вы могли бы, как внешний наблюдатель, посоветовать, порекомендовать? Я думаю, что сегодняшние власти, я никаких советов давать не буду, потому что я думаю, что это не имеет никакого смысла. Но будущие власти, я надеюсь, что в Беларуси будет другая власть, как результат свободных выборов. И самый главный совет будущей власти, не только будущей власти, тоже белорусскому обществу, независимым организациям, как ваша, Инкенкам, это развивать мнение, поменять мнение о том, что Белоруссия должна выбрать из двух основных альтернатив. И я думаю, что только одна реальная альтернатива, которая может принести лучшую жизнь для Беларуси, для будущих генераций, для будущих поколений, это путь реформ, настоящих реформ, которые принесут политическую и экономическую свободу, которые принесут более тесные связи с Евросоюзом, с западными партнерами, и которые принесут похожие, я не говорю, что те самые, но похожие реформы, как были сделаны в странах, как Польша, Чехия, Словакия, балтийские страны, которые очень близкие географически и исторически для Беларуси. Значит, я посетил Беларусь только один раз, это было где-то в 2017 году. И я уже тогда понял, что сегодняшние власти и в то время те же самые власти настоящие реформы не сделают. Но настоящие реформы будут очень-очень большим политическим вызовом. И, знаете, я скажу так как российский режим неустойчивый и не имеет хорошей перспективы для россиян, так и белорусский режим или модель, которая связана с этой российской моделью, не является никаким хорошим результатом и никакой хорошей перспективой для белорусских людей. Значит, мой самый главный совет в том, чтобы институции, как ваша и другие партнерские, чтобы делали чем можно более, чтобы зарубежные партнеры давали поддержку, и чтобы образовать людей, давать людям информации о ценностях, о связи между политической свободой и экономической свободой, и о безальтернативности
такой модели, которая стоит на политической и экономической свободе. Спасибо большое, Иван. Друзья, на этом мы будем завершать. С нами был один из наиболее авторитетных реформаторов, один из, наверное, наиболее известных, и, можно сказать, репрезентатор реформ Центральной и Восточной Европы Иван Миклош. Спасибо, Иван, большое. Спасибо. Ваше мнение, ваши идеи. Спасибо. Спасибо большое.